Дорогие первоклассники, прозвенел звонок. Пора заняться математикой. Сегодня урок математики проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает сегодня переводчик русского жестового языка Гульнара Ульфатовна. Проверьте готовность к уроку. Сядьте правильно. Наш урок будет увлекательным. Начнем работу и запишем сегодняшнюю дату. Посмотрите внимательно на экран. Запишите сегодняшнюю дату к себе в тетрадь. Молодцы. А теперь догадайтесь, пожалуйста, о чем пойдет речь сегодня на уроке. Вы увидели людей разных профессий. Сегодня я приглашаю вас в мир профессий. Конечно же, все профессии, о которых мы будем говорить, связаны с математикой. Итак, посмотрите, пожалуйста. Древнегреческий философ сказал, обращаясь к своему ученику: «Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен ко всем наукам в природе?» Дорогие ребята, в каждой профессии присутствует математика. Сегодня про некоторых из них мы поговорим. Посмотрите на повара. Как же замечательно готовить вкусные блюда, создавать новые и прекрасно сохранять традиции предков. Как же повару без математики? Ведь важно взять правильное количество продуктов, составить пропорции, посчитать калории блюда, вычислить сумму и получить замечательный результат. Ну что ж, представьте себе, что вы повар и должны выполнить целый ряд математических действий. Предлагаю вам заняться вычислением и поработать самостоятельно. Решите примеры.
Пора проверить. 11 минус 5. Получится 6. К 6 прибавлю 6, будет 12. Из 12 вычесть 6, получится 6. Увеличиваю на 8 единиц, Получится 14. из 13 вычесть 9, будет 4. К 4 прибавлю 5, будет 9. 18 уменьшу на 9, получится 9. К 9 прибавлю 5, получу 14. Из 14 вычесть 8, Будет 6. К 6 прибавить 3, получится 9. к 6 прибавить 9, Получится 15. 15 уменьшить на 7, получится 8. Если у вас ответы совпали с ответами на доске, вы прекрасно считаете. Перед вами профессия, Которая появилась очень давно. Еще древний человек шил себе одежду. есть в ателье и закройщики, и портные, выбрать фасон, изготовить лекало, раскроить изделие, сшить. Конечно же, и в этой профессии пригодятся знания по математике. Представьте себе, что вы работаете в ателье. Давайте начнем расчеты. В ателье привезли 15 метров ткани. На один костюм израсходовали 7 метров, а на второй 4 метра. Сколько метров ткани Осталось. Решим эту задачу в тетради. Запишите, пожалуйста, слово «задача». Сюжет задачи, конечно же, вам понятен. Давайте составим краткую запись. Итак, сколько ткани привезли В ателье привезли 15 метров ткани. Сколько ткани Израсходовали, когда шили первый и второй костюм. На первый костюм израсходовали 7 метров ткани, на второй – 4. Запишем данные задачи в виде промежуточного действия. сколько метров ткани Осталось. Ребята, можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Не можем. Сначала нам надо узнать, сколько метров ткани израсходовали на 2 костюма. Задачу решим в 2 действия. Запишите, пожалуйста, решение задачи самостоятельно.
Конечно же, все вы справились. Давайте проверим, что у вас получилось. В первом действии я найду, сколько метров ткани израсходовали на пошив первого и второго костюма вместе. 7 плюс 4 получится 11 метров. Привезли в ателье 15 метров ткани, израсходовали 11. Следовательно, могу найти, сколько метров ткани осталось. 15 минус 11 получится 4 метра. Задача решена. Найден ответ на вопрос задачи. Запишем ответ задачи в тетрадь. Ответ: Осталось 4 метра ткани. Дорогие ребята, приглашаю вас в магазин. Каждый из вас видел, что продавец каждый день занимается математикой. важно посчитать поступивший товар, Посчитать деньги, выдавать правильно сдачу, считать количество оставшегося товара. Итак, решим задачу, которую вы видите на экране. Мальчик купил шоколадное мороженое и сливочное. Шоколадное мороженое стоило 8 рублей, а сливочное на 2 рубля дороже. Сколько рублей стоит вся покупка? Запишем у себя в тетради слово «задача». Составим краткую запись. Итак, скажите, пожалуйста, какие покупки делал мальчик? Верно, он покупал шоколадное и сливочное мороженое. Что сказано про стоимость шоколадного мороженого? 8 рублей. Сколько стоит сливочное мороженое? Конечно, нам неизвестно, но сказано, что на 2 рубля дороже. Предлагаю записать в краткой записи промежуточным действием. Шоколадное мороженое стоит 8 рублей. Сливочное мороженое дороже на 2 рубля. Удобно записать 8 плюс 2. Прочту вопрос задачи. Сколько рублей стоит вся покупка? Обозначим на краткой записи фигурную скобку и за ней разместим знак вопроса. Скажите, пожалуйста, в скольких действиях можно решить эту задачу? В 2. Решайте задачу самостоятельно, а затем мы проверим.
первом действии найдем, сколько стоило сливочное мороженое. 8 плюс 2 Получится 10 рублей. Шоколадное мороженое стоило 8 рублей, сливочное 10. Найдем стоимость всей покупки. 8 плюс 10 получится 18 рублей. Мы ответили на вопрос задачи. Запишем ответ. Ответ 18 рублей стоит вся покупка. Ну а теперь предлагаю вам заняться ландшафтным дизайном. Конечно же, в этой профессии тоже не обойтись без математики. Ведь важно Рассчитать необходимый материал, произвести измерения и просчитать планы на будущее. Итак, задачка. Садовник разбил клумбу квадратной формы со стороной 3 метра. Клумбу решил огородить невысоким заборчиком. Какова длина забора? Дорогие ребята, такие задачи мы с вами уже решали. Только находили сумму длин всех сторон квадрата или прямоугольника. И треугольника, конечно же, тоже. Скажите, пожалуйста, какой формы Клумбу разбил наш садовник. квадратную? Сторона квадратной клумбы 3 метра. Сможете ли вы найти сумму длин сторон этого квадрата? Таким образом, Вы найдете длину заборчика вокруг клумбы. Посчитайте, пожалуйста. Мы складываем 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и получаем 12 метров. Длина заборчика вокруг клумбы будет равна 12 метрам. Это и есть периметр квадрата. Хочу познакомить вас с еще одной профессией. Называется эта профессия монетчик. Люди этой специальности Производят монеты разного номинала. Ранее мастера этой профессии встречались только в Москве. Итак, предлагаю вам решить интересную задачку. перед вами 3 монеты. И чашечные весы. 2 монеты одинакового веса,
а одна из них чуть легче. Как за одно взвешивание вычислить, какая монета имеет более легкий вес? Давайте рассуждать вместе. Мы кладем по одной монете на каждую чашу весов. А третья монета остается невзвешенной. Если при таком взвешивании чаши весов находятся в равновесии, догадайтесь, пожалуйста, какая из трех монет будет иметь более легкий вес. Конечно же, та, которая осталась невзвешенной. А если при взвешивании чаши весов будут находиться не в равновесии, тогда вы тоже определите, какая монета легче. Интересная задачка? Ну что ж, мы с вами сегодня попробовали себя в разных профессиях. В каждой из профессий обязательно присутствует математика. Дорогие первоклассники, изучайте математику, запоминайте все правила и, конечно же, будьте успешными. Наш урок математики закончен. Спасибо вам за работу. Всего доброго!